Это тот самый вопрос, где мы с тобой обе подсказки используем. Давай еще раз твоей интуицией воспользуемся. Моей? Да. Вполне. Волнуемся немного. Волнуемся немного, поэтому не даем тех ответов, которые мы обычно с тобой в диалогах за кофе, короче, даем. Сейчас вот очень стыдно будет именно на этом вопросе ошибиться, но давай для шоу немного поразмыслим. По-братски вырежете. Русул, каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный чеченский фильм? Вопрос непростой. Но если симплифицировать все вот и сузить до каких-то тезисных рамков, то я бы, скорее всего, сказал, он должен полностью отражать нашу культуру и традиции без каких-либо слишком приторных нравоучений, чтобы у нас герои проходили определенный путь, и этот путь будет говорить нашему зрителю, о чем вообще, что вообще является определяющим звеном, так сказать, чеченского самосознания. Скорее всего, так. Хороший ответ, кстати. На что сегодня делается упор в республиканском кинопроизводстве? На документальные фильмы, просветительские проекты или художественный кинематограф? Мы сами в Госуправлении по кинематографии особый акцент пытаемся делать именно на художественном кино. На данном этапе из-за недостатка ресурсов, так скажем, работаем именно над короткометражным кино, но потихонечку появляется просвет и движемся в направлении именно полнометражного художественного фильма. А вот над чем вы сегодня работаете? Насколько мне известно, у вас сейчас должна быть презентация фильма «Баби Беркут и Торкас». Мы вот как раз вчера все фильмы наши представили. Это был вечер художественного кино, мы показали 4 короткометражных фильма. «Клетка» — первый фильм, который мы сняли, «Вкус мести» вчера, и вот премьера фильма «Баби Беркут и Торкас» вчера состоялась. Почему особый акцент сделали именно на «Баби Беркут и Торкас»? Потому что этот фильм как раз-таки отражает простоту чеченского народа и значимость семейных ценностей. И для самого госуправления это был такой путь, в котором мы обучили человека, приняли на обучение человека, который никогда кино не занимался, научили писать сценарий и также научили режиссировать. Взяли человека в итоге в команду и пришли к такому интересному и уникальному фильму, который вчера люди посмотрели с большим трепетом, о нем говорили, получили хороший отклик. Хорошо, пожелаю вам удачи в вашей работе. Ахмедхан, говорят, что режиссер — это голова фильма, а оператор — его глаза. Как вы лично формулируете для себя главную задачу оператора-постановщика на съемочной площадке? Ну, оператор-постановщик на съемочной площадке — это человек, который технически воплощает видение режиссера. То есть операторы, которым необходимо, чтобы был какой-то их личный почерк, чтобы их узнавали. Я к ним не принадлежу, и для меня важная задача — это сделать работу так, чтобы это было выгодно для истории. Хорошо. Кино — это все же такой процесс коллективный. Вот вы сейчас и рассказали немножко про взаимодействие с режиссером. Вы раскадровку делаете в фильме или как это вообще происходит весь этот процесс? Ну, для начала, как я уже прежде говорил, нужно понять идею режиссера. Далее ты уже, выслушав его все пожелания, можно сказать, требования, вы уже совместно предпринимаете решение, где это будет все сниматься, как это будет сниматься, какое художественное решение вы будете принимать, то есть взаимодействие между цехами, художественные, бутафорские, разные цеха, с ними вы обговариваете все это. И приняв уже решение окончательное, выбрав уже локации, место съемок, уже до съемок вы принимаете решение, как все это будет вместе выглядеть. И раскадровка, она нужна для того, чтобы иметь какое-то первое понимание, как это все будет выглядеть. Потому что, когда ты берешься за проект дорогостоящий, время — это, понятно, деньги, и никто не хочет попусту тратить
деньги для того, чтобы ты подумал там на площадке, как что делать. И предпродакшн, он для этого и нужен, чтобы ты уже с окончательным решением подошел к своему делу и сделал свою работу. Могу я как режиссер свои 5 копеечек вставить во все это? Ислам отвечает, Ахмедхан отвечает в рамках вопроса. Я докину немного информации к этому. После утверждения сценария режиссер обычно создает режиссерскую экспликацию. То есть там, в общем, это все видение режиссера, которое переносится на бумагу. Там и, опять же, как отметил Ахмедхан, в общем, не буду повторять все, что ты сказал, дополнительно там указываются все визуальные референсы, которые могут быть, которые могут помочь всей команде понять, о чем будет вся эта история. Это будут референсы в плане истории, которые рассказывают, через какой конкретный путь проходит конкретный герой в той или иной ситуации или из одного фильма. Вот, к примеру, если мы возьмем какой-то фильм, который является референсом, пусть это будет, уйдем вообще далеко, лет на 30-40 назад, если возьмем «Храброе сердце», я применяю «Храброе сердце» как референс в своем фильме, нужно мне, как режиссеру, конкретно указать, почему он является референсом. Это или цветокоррекция, это или бои какие-то, или, возможно, кадры это будут, или это для художника-постановщика идут референсы для того, чтобы он понимал, какие декорации нам нужны. Вот, и многое-многое другое. На основе уже этой режиссерской экспликации бывает намного проще оператору и всей остальной команде понимать, что за кино мы снимаем. И главной задачей режиссера является сделать так, чтобы это закон даже такой. И этот закон гласит следующее. Убедись в том, что все, кто приходит на съемочную площадку, снимают один и тот же фильм. Как только этого понимания нет, там и начинаются разговоры, споры и прочее, прочее. Вот технологии искусственного интеллекта сегодня позволяют генерировать высококачественный визуальный контент. Как вы относитесь к интеграции нейросетей в кинематограф? Как инструмент, допустим, приведу пример. Допустим, тебе в кадре нужно удалить какой-то предмет ненужный. Сейчас искусственный интеллект это делает за доли секунды. Раньше нужно было это делать там, вручную, используя некоторые программы. Использовать ИИ так я за, но смотреть генерации искусственного интеллекта, это я такое не люблю. Как инструмент, да, но сделать из него какой-то клип, видео, потом, ну это очень, как сказать, не настоящее, это в нем нет. Это скоро, как мне кажется, это вот будет признаком такой дешевизны. То есть ты не трудился, ты написал скрипт, он за тебя это все сделал, и от тебя, как, допустим, как от оператора, как режиссера, сценариста, от тебя там, кроме скрипта, больше ничего нет. За тебя там работает искусственный интеллект. Это мое отношение к нему такое пока что. Как вы сказали, поживем, увидим. Да, да. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Так, что выберем? 50 на 50, звонок другу и право на ошибку. Я думаю, право на ошибку нужно. Я думаю, после этого эфира у нас друзей не будет. Позоримся. Слушай, право на ошибку, да? Да, право на Да. ошибку и 50 на 50, я думаю, потому что Да. вдруг связь нас подведет, вдруг Да. будние дни, кто-то сильно занят, не ответит. Да. Поэтому, да, я думаю, право на ошибку и 50 на 50. Хорошо, и наш первый вопрос звучит так. Какой кинофестиваль является старейшим в мире? Каннский кинофестиваль, Венецианский, Берлинский, Московский кинофестиваль. Это тот самый вопрос, где мы с тобой обе подсказки используем. Давай порассуждаем. Вопрос интересный из истории кино. Да. Не сколько про какие-то наши ремесленные моменты с тобой. Так, Каннский кинофестиваль довольно-таки известен для всех. Московский кинофестиваль, он довольно молодой. Да. Берлинский и Венецианский. Венецианский, я знаю, что около
если не ошибаюсь, около 80 лет он существует. Возможно, ошибаюсь, но буквально недавно, то ли 78-й, то ли 80-й был. Могу ошибаться. Что ты знаешь о берлинском? О Берлинском кинофестивале я очень мало что помню. Это же Берлинале, если не ошибаюсь. Вот. И сколько лет он существует, это прям вот хороший вопрос. Смотри, Каннский — это самый известный французский кинофестиваль. Да. Французский кинематограф более 100 лет уже существует. Там и авангардное кино еще 20-х годов. Вот. И вот существовал ли он с тех пор? А берлинский? Какие исторические факты могут подтвердить, что он существует так долго? Я, когда подамся на этот кинофестиваль, Мы сейчас просто растянем максимально да, наше рассуждение, чтобы здесь же на первом же вопросе ошибиться и уйти, и шоу окончено. У нас до побуждающего действия, так сказать, это шоу закончится. Смотри, мы про французское кино сказали, про немецкое, вот с каких пор оно существует. Мы знаем, какое немецкое кино было вот, на 30-е. подступах, да, в 30-е, 40-е, на подступах ко Второй мировой войне. да. Вот, но итальянский кинематограф, Антониони был очень давно, и если не ошибаюсь, он тоже принимал участие на Венецианском кинофестивале. Вот он тоже является таким, знаешь, святилищем итальянского кино, несмотря на то, что Феллини знают намного больше людей, он более попсовый. Этот такой, в основном, такой ремесленник был, и художник даже, вот что-то вот двойное в нем сочеталось. Давай отдадим предпочтение Венецианскому кинофестивалю. И да, я думаю, отвечаем это. Венецианский международный кинофестиваль, старейший в мире, он был основан в 1932 году по инициативе председателя Венецианской биеннале графа Джузеппе Вольпи и сегодня входит в престижную большую тройку мировых смотров наряду с Каннским и Берлинским фестивалями. Ну вот, Отлично. какие там разница между ними 2, 3, 4 года. Вот сейчас Второй будет вопрос. очень интересно. Какова полная формулировка философского изречения Рене Декарта? «Я мыслю, следовательно, я существую. Пора снять новый фильм. Получу Оскар. Я человек». Максимально сложный вопрос. Я говорю, Я ссылаюсь к ответу С, получу Оскар. Я думаю, именно так он тогда мыслил. да? А он не говорил, пора снять новый фильм и уехать отсюда. Не, Что-то пора мне снять. люди здесь нынешние не нравятся. Пора снять новый фильм. Это, скорее всего, наша с тобой ежедневная фраза, которую мы произносим. Но я существую. Рене Декарт. Ответ Я А. существую. «Я мыслю, следовательно, я существую» — философское утверждение Рене Декарта, являющееся краеугольным камнем западного рационализма нового времени. Абсолютно верный ответ. Декарт представил его как первую неоспоримую достоверность, от которой можно начинать построение всей системы достоверного знания. Точно. Умный ты человек, Расул. Третий вопрос. Какой сверхсветостильный объектив, созданный по заказу НАСА для съемки Луны, прославился благодаря фильму Стэнли Кубрика? Leica Noctilex M, Carl Zeiss Planer, Cooke S4, Engineering Optima. Так, Коуки Ну что, оператор? в 40-х, Nginx Optima. Так, Карл Цейс, это еще, они еще оптику для снайперских винтовок делают. Смотри, Кук, это британские, если не ошибаюсь, объективы. Насколько Кубрику было бы интересно из Великобритании тащить именно эти объективы? И плюс, какая у него светосила? Ну, тут подсказка, она же уже есть, 0,7. F-стоп 0,7. Карл Цейс, Планар. Ответ Б. Ответ Б. Carl Zeiss Planer – один из самых светостильных объективов истории оптикостроения. Он был разработан в 1966 году специально для американской лунной программы, чтобы запечатлеть обратную сторону Луны в условиях экстремальной низкой освещенности. Позже объектив обрел культовый статус в кинематографе. Режиссер Стэнли Кубрик использовал его для съемки сцен при свечах в исторической драме Барри Линдон. Четвертый вопрос. Какие животные держатся семейными группами? Волки, тигры, медведи, пумы. Ты знаешь Семейные ответ? группы. Я знаю ответ. Я знаю. Но давай для шоу немного поразмыслим.
Я хотел это Я- сделать я- на предыдущем вопросе, да. но ты такой, ну тут же сила, тут же подсказка такая. Ну вот, тебе шанс даю. Я думаю, Пумы, они слишком такие. То хочу, то не хочу. Прям Буду капризные жить, такие. да. Ну это же кошка. Мгм. Ну, тигры тоже Но кошки. тигры, они более такие. Я сейчас приду и исчезаю. Как это, Мне нравится, как ты максимально упрощаешь их жизненное такое А самосознание. медведь, он то, вот сейчас вот сейчас все будет, вот сейчас, вот завтра сделаю, обещаю, вот завтра. И, Тоже и, так. и на зиму все, Мгм. раз спит, понимаешь? В общем, на чем мы соглашаемся? Я думаю, это ответ А. Волки ведут семейный образ жизни, формируя стаи, численность которых варьируется от 3 до 40 особей. Эти группы состоят из пары родителей и их потомства, а также могут включать одиноких волков, присоединившихся к стае. Абсолютно верный ответ. Пятый вопрос. В каком фильме впервые применили систему стабилизации стадикам? «Сияние», «На пути к славе», «Рокки», «Марафонец». Так, хорошенький вопрос. Интересненький. Больше тянет именно на левую сторону. Так, давай. Перекидываем всю ответственность на тебя. Подожди. Система стабилизации стадикам была сделана в 70-80-е. То ли Так. в 73-м, то ли в 76-м. Мгм. Я могу ошибиться. Нет, вы верно говорите. Да, так. В Рокке она точно была. Так, сияние. А Ты вот смотрел впервые очень давно смотрел «Сияние». Там есть, кстати, кадры, которые прям длинные, если не ошибаюсь. Вот прям сейчас точно не могу вспомнить. Но у меня вот этот ответ Д, марафонец. Потому что, Название, соответственно. да, там же бегать надо. Но вот как когда он вышел ранее А вот «Рокки». я и его не позже. смотрел. Рокки Ага. я смотрел. Сияние я смотрел, ну, не помню уже. Мгм. В Рокки он точно был. Ну, ответ вот «Б», «На пути к славе» с использованием стадикама, тоже звучит. Тоже звучит, но будь осторожен, Рамзан может нас запутать. Да, я не доверяю людям с синими галстуками. Так, «На пути славы» я вообще что-то не помню этот фильм. Абсолютно ничего не слышал. Или, возможно, просто забыл о нем. Down for Glory там написано. Нет, еще. после 70-х Мгм. использование стадикама была очень распространена. Мгм. И режиссеры не упускали возможности там опробовать новую технику, как, впрочем, и сейчас. Мгм. По-моему, она была в фильме «На пути к славе». Прям к этому ты ссылаешься, да, к ответу «Б» прям. Да. Слушай, давай, не буду тогда спорить с тобой. Ответ какой у нас? Я думаю, это ответ Б. Ахмедхан, ты Да. знаешь точно или ты просто... Я точно не Догадываешься. знаю. Я знаю, что в Рокки он был, и что в фильме «Марафонец» тоже. Давайте проверим. А чем тогда вообще обусловлен ответ «Б»? Ответ Б. Не знаю, я доверяю чуйке. Возможно, я... Рамзан, а вы Ну, кстати говоря, знаете? твоя чуйка не подвела Так. тебя. КВШ. Первая полнометражная картина, в которой официально использовалась система стабилизации стадикам, стала биографической драма Хэлла Эшми «На пути к славе» 1976 года. Оператор Хаскел Уэстклэр смело применил революционное изобретение Гаррета Брауна, что принесло фильму премию «Оскар» за лучшую операторскую работу и навсегда изменило визуальный язык кинематографа. Да. Прям очень удачно изменила, и система все еще является очень актуальной, приобрела новые какие-то свои формы, Да. которые прям очень, очень полезные, которые мы даже используем. Да. Несмотря на то, что ты любишь статические планы. Да, Статичные, а не статические. стабилизация, она не всегда применима, не везде. Иногда лучше, чтобы она двигалась на слайдере, либо в руках, либо статично. Ну, как сказать правильно,
Давай, можно профессиональный вопрос к тебе. Когда ты считаешь, что конкретно нужен именно стадикам? Даже в той истории, где персонажи абсолютно не двигаются. Понятное дело, вот эти трекинг-шоты, они нужны для того, чтобы там, следить за персонажем, ходить вместе с ним, или там следить за конкретной какой-то вещью. Ну, если твой главный герой в кадре двигается, то твой кадр должен двигаться. Это должно оправдываться движением твоего героя. Если он статичен, кадр статичен. Если он подвижен, динамичен, то кадр подвижен и динамичен. То есть это должно быть оправдано. Либо есть редкие случаи, когда камера становится таким тайным, еще никому неизвестным персонажем, который знает больше, чем зритель, и знает больше, чем главный герой, и она живет своей жизнью. Ну, такие сложные режиссерские штучки только в этом случае. Волнуемся немного. Волнуемся немного, поэтому не даем тех ответов, которые мы обычно с тобой в диалогах за кофе, короче, даем. Глубоких, философских, да. Ну, я углубляться просто не хочу, не растягивать же передачу на 3 часа. Конечно. Хорошо. 6-й вопрос. Какой египетский фараон построил самую крупную пирамиду? Хеопс, Микерин, Джосер, Хефрен. Ты бывал в Египте, Расул? Я никогда не бывал в Египте, но считаю, что с ними очень несправедливо поступили на чемпионате мира по футболу 26. Вот в такое направление я сейчас буду уходить, чтобы максимально спастись от этого вопроса. Пирамида Хеопса. Самая крупная пирамида, верно? Ты же у нас ходячая энциклопедия. Да, да. Я думал, там что-нибудь там напишут, вроде пирамида Пирамида кого? имени меня. Ну, понятное дело. Ахмедханаса. Да, пирамида Хеопса. Так, наш ответ — пирамида Хеопса. Да. Ответ А. Пирамида Хеопса или Великая пирамида Гизы – это крупнейшая из египетских пирамид и единственная сохранившаяся из 7 чудес света. Возраст этого древнеегипетского архитектурного памятника оценивается примерно в 4500 лет. 7-й вопрос. Как называется снятый в 1985 году фильм Суламбека Мамилова, ставший одним из первых фантастических хорроров в советском кино? «День гнева», «Петля Ориона», «Завещание профессора Доуэля», «Отель у погибшего альпиниста». Прекрасный вопрос. Кто такой вообще Суламбек Мамилов? Начнем с этого. 85-й год. 85-й год, хорошо, 41 год назад. Один из первых фантастических хорроров в советском кино. «День гнева» ты смотрел? Есть ли вообще такой фильм? «Завещание профессора Доуэля», «Отель у погибшего альпиниста». Почему-то «Петля вот Ориона». отель у погибшего альпиниста у меня что-то отзывается. Я Да, что-то- как-то можно логически связать. Нет, имеется в виду, что-то я слышал, но Мгм. точно не могу утверждать. У нас есть с тобой 2 подсказки. Право на ошибку и 50 на 50. Ну давай, какую из подсказок возьмем? Я думаю, что нам надо право на ошибку взять. Так. И что ты ответишь? Взяв Я? право на ошибку. Я хочу ответить С. Ну, давайте воспользуемся тогда правом на ошибку. И ответим ваш «С». ответ? Завещание профессора Доуэля. Первым советским научно-фантастическим хоррором стал фильм заслуженного деятеля Чинно-Ингушской ССР Суламбека Мамилова «День гнева». Это неверный вариант ответа, но благодаря подсказке вы идете дальше. Эта картина, снятая по мотивам одноименного рассказа Севера Гонцовского, определила свое время, искусственно соединив элементы философской фантастики, триллера и классического фильма ужасов о последствиях опасных научных экспериментов. Как-то логически подвязать не получилось в любом случае к этому. Нет. Это точно нужно было знать, что это за фильм. 8-й вопрос. В каком государстве расположены руины древнего Карфагена? В Тунисе, в Марокко, в Испании, в Турции. Мне кажется, что это
точно не было в Турции Так, и точно не было в Испании. Тунис, столица, Марокко. Испания это Европа, Турция, значит, надо в Африке искать. В Африке. Что-то как-то я ссылаюсь в сторону Марокко. Да? Ты думаешь? Там богатая такая Там история. очень много песка в Марокко. Там много песка, но там, соответственно, много и красивых... Оазисов. почему оазисов? Страна, которая очень широко известна своими рынками, кожей, покраской кожи. Также известна нам как страна, в которой создавалась Сомалийскими пиратами. в Марокко сомалийские пираты. Ну да, отдыхают. Касабланку же как раз, если не ошибаюсь, именно в Марокко и снимали. Да. Первый фильм, который снимался без сценария. Ты думаешь, Марокко все-таки, да? Вполне возможно. А мне почему-то кажется, что в Тунисе. Давайте возьмем Согласен. подсказку, Рамзан, если можно. 50 на 50, да? да. Уберите два неверных варианта ответов. И у вас остается А и С. Либо в Тунисе, либо в Испании. Сторона, в которую мы не думали. Абсолютно. Так, Марокко, как мы с тобой говорили. Пираты, да? Пески, оазисы. Я говорил пески, старые каменные строения, большие известные рынки и, ну, соответственно, кожа, которую красят. Да. Марокко у нас отпало, Турция у нас тоже отпала. Да. Тунис или Испания? Скорее всего, что думаешь? На Тунисе остановимся. Что ты знаешь про Тунис? Тунис это и страна, и столица. Опираемся на твой ответ. Хорошо, выбираем ответ А. Тунисе. Тунис. Карфаген – древнее государство в Северной Африке, основанное финикийцами со столицей в одноименном городе на территории современного Туниса. Абсолютно верный ответ. По оценкам, населения города в период освета достигало 4 миллионов человек. Ух ты. Это какой большой город? Да. 4 миллиона. И девятый вопрос. В каком фильме не снимался Дагун Амаев? «Костры на башнях», «Жизнь, ставшая легендой», горская новелла «Восход солнца». То, что самое главное, совсем недавно просматривал его фильмографию. В Горской новелле он был. Ильяс Да, это Татаев Ильяса его Татаева. снимал. Это же дебютный фильм был Ильяса Татаева. Если я не ошибаюсь. Нет, если не ошибаюсь, второй его фильм. Первый фильм был... Почему так. второй? Горская новелла разве не первый его фильм? Первый художественный фильм, наверное, верно? Да, Потому да, что я до об этого этом. был еще один фильм о жителях Чечни и Ингушетии. Вот, и последний его фильм это «Эхо гор». Когда отзовется эхо. Когда отзовется «Эхо», да. А у него до полнометражных фильмов было около 30 музыкальных, фольклорных, документальных фильмов. Это у Ильяса Татаева. Да. Давай вернемся сейчас к Дагуну Амаеву. Так, «Восход солнца». Горская новелла он снимался. Ко- Когда отзовется эхо, давай вспомним еще. У него же Фильм. обширная, да, Очень. обширная такая фильмография. Очень сильно его уважали и в соседней республике, в Северной Осетии. И как раз вот, на Северокавказской студии кинохроники, если не ошибаюсь, так эта студия называлась. Там достаточно много фильмов снималось, и его довольно часто туда приглашали. Хорошо. Нам надо В каком выбрать. направлении думаем? Так, Горская новелла отпадает сразу. Я не знаю, почему-то меня Восход тянет солнца? к восходу солнца, да. Ну, «Костры на башнях» это, если бы он там не снялся. Сами названия звучат словно вот такие очень, очень кавказские названия, Да. где вот прям он мог сняться во всех этих фильмах. Ответ Д, думаешь, да? Ну, «Жизнь, ставшая легендой» это значит фильм должен про героизм либо какую-то драму, прям Да. название подводит к Да. этому. Почему я исключил этот вариант? Потому что ты о нем начал говорить, я такой, ну ладно, короче, его оставим. Но вполне возможно, что даже этот фильм является верным ответом. Какой? «Жизнь, ставшая легендой». Легенда? Да. Но вот «Костры о башнях» я тоже как-то не слышал про этот фильм. Я тоже не слышал.
Последняя картина, в которой он снимался, называется, последний фильм, в котором он снимался, называется «История одной картины». Давай, нужно уже как-то что-то отвечать. Да. Давай. Хорошо, горскую новеллу исключили. Исключили. Так, подсказок у нас не осталось. Давай методом исключения посмотрим. «Костры на башнях». Что мы про этот фильм знаем? Давай еще раз твоей интуицией воспользуемся. Моей? Да. Не, ну вот эти А, Б, С, вот эти все прямо вот туда тянет, что К он нему. там снимался, да. Да. Мне Что, кажется, Б или Д? да, из этого надо выбирать. Так, хорошо, отвечаем. Что отвечаем под конец? Отвечаем ответ Д. Нужно еще условиться. Если вот ты уверен, что это Д, если это неправильный ответ, Так. что нас с Рамзаном будет ждать? Какие подарки нам ожидать? Я Извинения. я что-нибудь придумаю. Ты что-нибудь придумаешь? Да. Хорошо. Это, конечно, не конкретный ответ, нам нужно что-то конкретное. Конкретный ответ вариант Д. Как он увернул от моего вопроса, все равно Да, ушел. кстати. Хорошо, И пусть пошел. будет «Восход солнца». Это неправильный ответ. Правильный ответ «Жизнь, ставшая легендой». Это правильный ответ. Легендарный чеченский советский актер Давун Амаев, разумеется, не принимал участия в съемках шедевра немого кино «Восход солнца». Это культовая американская драма режиссера Фридриха Вильгельма вышла на экраны в 1927 году и завоевала 3 премии «Оскар» на самой первой церемонии вручения наград киноакадемии. Отлично. 27-го года фильм. 100, Да. сколько? 99 лет фильму. 10-й вопрос звучит так. Какого чеченского героя прозвали «Старый мудрый волк»? Бейбулата Таймиева, Шуайба Центароевского, Эске Хулхулинского, Умадуева. Очень общий Старый вопрос, мудрый. конечно. Но очень конкретный. Очень конкретный. «Старый мудрый волк». Так, про Ума Дуева я узнал в этом году, если не ошибаюсь. Про Бейбулата Таймиева мы слышали. Вот почему-то, не знаю, сейчас у меня все расплывается. Шуайб, Бейбулат если- Таймиев, он не старый же был, когда ушел из жизни. Я вот точно не могу вспомнить, По-моему, но нет. да, Нет. он был примерно Он сколько, 30, молодой был. Да, он около очень- 30 лет ему было, если не Он был ошибаюсь. молодой. Мне кажется, Шуайб Центароевский. Вот я не знаю, меня прям вот на Ума тянет сейчас, но Дуев, это, да, сейчас вот очень стыдно будет именно на этом вопросе ошибиться. Лучше бы мы на 9-м вопросе ошибились, чем на этом. Эски Хулхулинский. И Шуайб Про Центароевский. Эски я вообще не слышал. Про Шуайба, да. Но про Таймиева тоже, конечно. Умадуев. Ты знаешь, мне кажется, про Шуайба я больше думаю. Да, тебя прям сразу потянуло в эту сторону, Да, я понял. Центароевский. Но и имя само очень мудро звучит. Да, хорошие, сильные вопросы, которые прям вот приземляют и говорят, так, нужно Да, нужно учить больше, свою историю. да, больше уделять внимание именно своей истории. Так, Ну, что выберем с тобой? ну, камень, ножницы, бумага сыграем и выберем. Я не знаю, я ссылаюсь к Умадуеву. Умадуев, да? Да, мне почему-то кажется, что именно его называли старым мудрым волком. И боюсь ошибаться, опять же, перед камерой, говорить какие-то недостоверные вещи, Ну. хотя уже, скорее всего, очень много всего сказал на протяжении Давай всей выберем этой передачи. Умадуева. Да, давай выбираем Умадуева. И, Вариант. скорее всего, знаешь, это что даже, может быть, что-то мне подсказывает, что даже коллеги именно Рамзана, которые на этом телевидении работают, вполне возможно, что они
снимали, или коллеги с другого телеканала, возможно, снимали что-то связанное с Умадуевым? Ответ «да», Умадуев. Старым мудрым волком царские офицеры называли Умадуева. Абсолютно верный ответ. Шамиль же характеризовал его словами «моя правая рука, сочетающая в себе силу половину моей армии». Умадуев, герой чеченского народа, военачальник, мудир и наиб имамата, участник Кавказской войны. Расул Ахмедхан, вы абсолютный победитель, я вас поздравляю. Интересно было посмотреть, какие вопросы, себя проверить. И огромное спасибо за подбор этих вопросов. Это прям очень интересные вопросы, которые, с которыми мы, в общем, эмоции, которые вызвали эти вопросы, и какое-то осознание, к которому мы пришли после того, как мы получили эти вопросы. Мы, наверное, уйдем с какой-то очень интересной мыслью и мыслями, которые приведут нас к тому, что мы больше будем думать не сколько исключительно в рамках нашего ремесла, но и будем также посвящать время истории кино, которое тоже важно. Это сейчас прозвучало, скорее всего, очень не в нашу пользу. Не, ну вот это первый вопрос, конечно, это прямо ловушка какая-то была. Да, из разряда. Ну, что хочу сказать, вопросы интересные. Да, тут были очень интересные Да. такие вопросы, связанные в определенной степени с хронологией, историей кино. И огромное спасибо, Рамзан, и вам, и вашей команде, которые собрали такой, в общем, набор очень интересных, разнообразных вопросов. Я думаю, с тобой в очень хорошем настроении, с каким-то определенным осознанием, которое мы немного переварим, уйдем отсюда. И это, конечно же, помогает нашим извилинам еще и еще двигаться. И очень важно, нам с тобой еще нужно про общую историю, я думаю, почитать. Я согласен. Да, какие-то были моменты, когда вот ответ прямо вот выскакивал, прям сразу в голове он появлялся, но ты не знал, откуда он. И это был правильный ответ. Скорее всего, из школьной программы, но вот нужно покопаться и найти корень вот этого позитивного, так сказать, вайба, к которому мы в итоге и пришли здесь. Как бы это сейчас не связано, не звучало. Расул Ахмедхан, я горд, что вы победили. Спасибо за интересную игру. ЛСЛ дал и Абертюре.